Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. Я рад представить гостя нашей студии. Это певец Даниэль Ястремский. Какую песню учат в первом классе? Учат в школе, да, вроде бы это. Чего боятся жители Бобруйска? Бобров. Любимое блюдо Криштиану Роналдо. Футбольный мячик, я не знаю. Почему парни опаздывают на свидание? Волосы укладывают. Даниэль Ястремский, молодой певец, участвовал в проектах «Украина имеет таланты», «Детская новая волна» и «Голос дети». Обучался в Академии Игоря Крутого в Москве. В 2018 году представлял нашу страну на детском Евровидении. Йоу, Привет, Даниэль! Доброе утро. Привет. Аккуратненько. Привет. Слушай, мы не просто так тебя встречаем сейчас у стола для игры в настольный футбол, потому что сейчас, как известно, чемпионат Беларуси — это единственный действующий турнир в Европе по футболу. И мы хотим составить ему конкуренцию в твоем лице и в лице нашего ведущего Макса. Поэтому сейчас между вами будет настоящий, скажем так, футбольный баттл. Да. Играем до первого твоего гола. Я засекаю время, и потом это время мы вносим в нашу турнирную таблицу. И потом тем самым узнаем, кто из наших гостей чемпион шоу «Подъем» по игре в настольный футбол. С удовольствием. Ты готов? Конечно. Так, Макс, давай. У меня статистика удручающая пока. Нормально. У тебя все шансы. Сильно не удручайся. Оль, давай делай вбрасывание, а потом Я засекай. делаю вбрасывание. Итак, мяч на поле. Поехали. Поехали. Итак, Здесь как давайте. бы- Она так любит положить мяч, чтобы его не... Не, надо- Всё. Да, все нормально. Кто, что, куда? Давайте. Давайте. Макс, Даниэль, давайте. Не попал, видите? Ну, вы что, просто прикол- играете? прикол, что Вы до- просто играете. Гол забивать. До первого его гола Давайте. забиваешь? Да. Оп, Я-то могу забивать сколько угодно. Нет, ты забивай тоже. пока Забивай. у меня не получалось еще это Даниэль, делать. забивай. Да! Это был первый мой гол, но он не считается. Он Да, просто он не время считается. убирает. Все, играем дальше, да? Да. Давай. Давай. Ты можешь. Ты хорошо защищаешься, а знаешь ли? Давай. Тут кто на воротах стоит? Я стою. Ой, здесь да надо ладно вам. подбросить мячик и Ну вот перекинуть давай, его. вот так. Ты сейчас что сделал? Не, здесь все по правилам, понимаете? Ладно. А это мои Это правила. штрафная линия. Итак, 47 секунд. Пойдем пообщаемся? С удовольствием. Присаживайся на диванчик. Пожалуйста. Какой у вас красивый коврик. Вот мы старались специально для По нему твоего... страшно ходить. Даниэль, ты родился в Цинциннати, Да. но живешь в Минске. Как так вышло? Ну, на самом деле интересная история. Родители, получается, там жили какое-то время. Я там родился вместе с братом. И они решили приехать обратно в Беларусь на родину. Получается, у тебя американское гражданство. Есть. Да? У меня Надо 2 дружить. гражданства. Надо дружить. Ну, подружитесь пока. А ты за дырявую куртку отчитывала парня. Скажи, что это красиво, что это по-молодежному. Конечно. Даниэль, ты во всех интервью рассказываешь о том, что в музыку тебя привела мама. Да. Как так получилось? Она сама музыкант? Она не то что музыкант, но когда она была еще ребенком, она занималась в музыкальной школе. Мгм. То есть закончила музыкальную школу по фортепиано, и когда мне было 6 лет, я искал, куда же мне все-таки пойти, куда направиться, и мама мне помогла с выбором музыки и отправила как раз в музыкальную школу. Мгм. И оттуда уже пошел весь мой путь, наверное. это было- Пошло-поехало. Пошло-поехало. Это было в Америке или уже тут? Уже здесь. Я сюда вернулся в 4 года. В 4 года. Мгм. Когда тебя отдавали в музыкальную школу, была цель сделать тебя артистом? Или это просто для общего развития? Просто для общего развития. То есть- Но ты все-таки Но, выломал стену наверное, шоу-бизнеса. когда мне было лет 7-8, я там же был хор, получается, в музыкальной школе. Я там постоянно солировал. Мне очень понравилось петь там прям. Я постоянно учил какие-то партии и выступал там. И в школу приехало прослушивание. Мгм. Прослушивание было вроде легкое достаточно, и я решил попробоваться. И после этого уже То есть музыкальные студии, да. после прослушивания случился вот этот щелчок, когда ты понял, что это твое, да? А тебе кто-то из преподавателей, возможно, и либо тех людей, которые тебя слушали, сказали, что, слушай, у тебя что-то есть? Но на самом деле меня подбодрили слова еще в музыкальной школе, когда педагоги сами начали как бы говорить, что у меня хорошо получается. Я понял, что это что-то мое, и надо этим заниматься. Вот. Родители тоже поддерживали в этом плане. Так что я решил начать уже. Мгм. Тогда, получается. Это во сколько 9 лет. В 9 9 лет я уже пошел в музыкальную студию. Многие, кто ходит в музыкальную школу, они жалуются, что это прям испытание серьезное. Это для них. У тебя ужасное как? Признавайся, испытание. это хотелось Это- бросить вообще когда-нибудь? Каждый раз.
Каждое поход в занятие, школу. то есть первые 2 класса, 3 класса для меня это было еще спокойно, нормально, но 4 класс, 5 класс, ты приходишь домой, играешь все вот эти этюды, там что там еще есть, всякие знаменитые произведения, и у тебя постоянно что-то не получается, либо тебя просто начинает все бесить, и ты хочешь взять и бросить это. Но моя мама постоянно наставила, что нужно закончить школу, получить этот диплом, закончи, все, вот у тебя будет вещь, которую ты закончил в жизни. Но это меня как бы подталкивало хоть немного. Мама тоже поддерживала. Я возвращался опять же в музыкальную школу, еще так месяцок походил, еще бесился. Но в итоге так закончил всю музыкальную школу. Сольфеджио я там даже не учил. То есть я ходил, но я ничего не запоминал. Так что для меня это правда было испытание. Получается, что сольфеджио было твоим самым нелюбимым предметом? Сольфеджио, да. Да? А какой музыкальный инструмент ты изучал? Фортепиано. Я закончил, получается, 2 года назад. И сейчас очень хочу гитару изучить. Ну, я дома уже начал заниматься этим. Мой брат играет на гитаре, так что я тоже взял в свои руки гитару и начал играть. А что сейчас на первом месте у тебя стоит, учеба или музыка? Музыка всегда была, наверное. То есть для меня как-то больше привлекает музыкальный путь, каким бы он ни был там. То есть все-таки по вот этим волнам идти, куда-то прийти все-таки. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец Даниэль Ястремский. Даниэль, ты принимал участие в украинском шоу «Украина. Мая талант» и проходил кастинг на шоу «Голос». Так, Да, «Голос дети». да. В первом случае к тебе повернулись 3 Сказали «да», человека, 3 да? 3 «да». Во втором случае этого сожалению, не нет. случилось ни разу. Почему так произошло? На самом деле я не знаю, это не от меня больше зависело. То есть для себя я выполнил всю свою миссию, для своего педагога тоже. Я вышел, спел эту песню, которую мы очень долго готовили. Какую? «Зачем тебе любовь моя» Чумакова. Мы готовили ее достаточно долго, так что я хорошо ее подготовил и эмоционально, и как бы и по вокальным данным. Вышел на сцену и сделал все, что я хотел. Мгм. А дальше уже как пошло, так пошло. Так, может быть, дело в песне, Возможно. да? Но я вам потом по секретику расскажу, как песня-то Так, выбирается. подожди. А давай сейчас по секретику. Так песню не я выбирал. Песню Это они не выбирают ты. песню. Песню не он, говорит, выбирал. Мгм. А кто? Ну, там главные шишки на голосе. Главный, говорит, шишки на конкурсе. Мгм. Я подготовил несколько песен. Мгм. Ну и пришел туда на кастинг. На кастинге спел несколько песен. А потом там следующий кастинг, и там уже они говорят, какую же песню все-таки они хотят услышать. Если им ни одна из них не нравится, Мгм. они тебе дают песню, которую ты должен исполнить. Мгм. Да. Может, тебя подставили на голос дети? Смотри, сейчас проведем мы расследование Давайте. детективное. Давай, Макс, детектив. как Что? ты считаешь? Первый вопрос. А я сейчас подумаю. Ты там... Да, ты пока подумай, я Да. спрашиваю, А я Даниэль, тяжело было перенести неудачу вот после того, как... Да, ты было не повернул? достаточно так обидно, потому что мы очень много времени потратили на это все. Постоянный перелет из Беларуси в Москву для этих всех мероприятий, но после этого как раз-таки собрались со всеми мыслями и решили пойти на Евровидение. То есть, по сути, это, как говорится, нужно опуститься на самое дно, чтобы посильнее Да, толкнуться, шажочек. да, и там прострелить. Шажочек назад, 2 вперед. Расскажи, как ты участвовал на Евровидении на детском? Как тебе вообще... Это был самый лучший атмосфера. опыт, наверное. Серьезно, Ну, да? Даже здесь несомненно, потому что это самая большая аудитория, которая вообще была у меня. Что было самым сложным при подготовке к этому конкурсу? И как ты психологически справился, когда выходил на сцену? Ведь такое волнение, это такая ответственность, когда ты представляешь страну. Вот ты и сзади за тобой страна. Или ты не паришься по этому поводу? Не, парюсь, Просто парюсь. спеть надо. Паришься, Парюсь, конечно, все. конечно. И ты бы парился. А родные стены помогали или, наоборот, из этого волнительнее было выступать? Помогали, я думаю, намного лучше и намного увереннее ты чувствуешь, когда аудитория, которая находится в зале, она, с Беларуси все-таки, и это как раз-таки больше всего помогло. Понятное дело, поддержка близких, но когда я лично вышел на сцену, я чувствовал, знаете, такое... Мандраж, неуверенность. Мандраж, Говорят, неуверенность. Беларусь, и там... Но «Ва!» когда говорят Беларусь, они начинают аплодировать. И все, вот просто все рассеивается, ты понимаешь, в хорошем смысле. Ты понимаешь, что ты можешь спокойно петь для своих людей. Даниэль, а после выступления как-то звездная болезнь, может, какая-то появилась? Я Может не быть? хотел ее максимально чувствовать, ее вроде бы не было. Я не хотела ее максимально чувствовать, Но- ее как бы не было. И вот, да, смотри. Где мой Паш? Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец Даниэль Ястремский. Даниэль, мы всем нашим гостям предлагаем немножечко поиграть.
Ты согласен? Отлично, отлично. Слушай, а что еще делать в 16 лет, да? Играть, как говорится. Да, играть. Даниэль, мы знаем, что ты больше любишь американскую музыку, чем русскую. Так. Поэтому предлагаем проверить твои знания вообще в целом в музыке и сразиться с Шазамом. Поэтому наш интерактив называется «Даниэль против Шазам». Самая твоя основная задача — это оказаться быстрее, чем Шазам. машина. Да, просто услышать мелодию, сразу сказать «это, и вот Хорошо. так». Вот все просто, все Твоя тоже просто. задача нажать на кнопку успеть, пока Я- Даниэль не отгадал. А ты верь в меня, верь. Хорошо, в я меня, верю в Макс. тебя, в Ну что? Даниэля. Ты Начнем. готов? Да? И абсолютно непредвзятый арбитр. Погнали. Поехали. Пост Малон и Рокстар. Я не знаю, сейчас проверим. Точно? Это совершенно верно. Это Пост Малон, Рокстар, и Шазам на секунд 7 был позже, чем Даниэль. Первое. Вау, круто, я не знала. Ну, ты-то Пост Малона знаешь вообще? Нет. Ну, песню это знаю. Молодец, молодец. Спасибо. Итак, следующий трек. Поехали. Джастин Бибер, Where Are You Now? Что-то сейчас. А, Дэвид Гетта. Дэвид Гетта, Джастин Джастин. Бибер, To You. Да, Нет, да, я думаю, ладно. что можно засчитать. Давай засчитаем, да. Джастин Засчитаем, Бибер молодец. было- Не, ну было. ты ж Ну, это сразу полбалла, я услышал. не угадал песню. О, клепец Да, пошел. правильно. Мгм. Не засчитываем. Зачем? Да. В вот смысле, эти все. не надо, да? Ну, так зачем мы будем с барского плеча, как говорится? Сам пусть заработает. Итак, поехали, следующий трек. Без тебя жизни нет. Пицца, без тебя жизни нет. Не жми к стене. Романс. Романс, да. Романс. Она ну, называется «Романс», ну да, вот тут уже засчитаем. Я это засчитаем, пел. засчитаем, да, все, молодец, Совершенно отлично. Итак, следующий трек. Ты не расслабляйся, не расслабляйся. Как его, Эд Ширан, I'm in love with the shape of you. Shape of you, да. Молодец, Шазам до сих пор, да, э, Shape of да. You. Да, А, всё, только щас. что. Молодец. сложно. Нет, а что мы хотели от молодого парня? Он же все это знает. Ну, подожди, еще Это если не в всё. меня посадить туда, я бы сидела, а где Кадышева? Я просто завидую молодости. Давайте Причем с ты нами. спрашивал, где Кадышева, реально думал, что она здесь в студии есть. Итак, поехали, следующий трек. I'm only human, короче, Ренбог Human, что, короче, так какой-то мужик. Рэгон Бонмен, да. клёво, Такой не знаю, большой, да. крутой мужик. Да. И совершенно Вот такой верно. большой мужик, смотри. Ну, это 16-го года Показала хит. в бывшую свою фотку. Так, давай перейдем к следующему треку. Да, поехали. Там уже появилась, да. Сейчас, дайте я попробую отгадать. Пусть Давай, сам, пусть давай, сам. давай. Я не знаю. Не. Какая-нибудь... Я знаю песню, но не знаю. Это... Пусика Долс. Пусика- Хаш-хаш-хаш. Я не знаю. Нет, я знаю такую группу, но не знаю их. Хаш-хаш. А Хаш-хаш. не хаш-хаш-хаш. Другая песня, хаш-хаш-хаш. Это песняры. Хаш. Не знаешь что это? Это сложно. Это... Нет, сложно будет следующий. Хотя, давай послушаем. Давайте попробуем. Нет, это сложно для Шазама сейчас будет. Сейчас больше Шазам офигеет. Что? Что вы включаете? Поехали. Белорусское что-то? Да. Песняры? Нет. А нет. Шазам угадал, давай ты попробуй. Здравствуй, чужая Ай, Солодуха! Как была моей. Он не сдержался, начал петь. Тут уже Там, не где важно. зреет виноград. Нет, Угадал не или она нет? вроде, да? Нет, здравствуй, Здравствуй, чужая Это милая. «Здравствуй, всё. чужая милая», Вот, так и есть. чтоб ты понимал, как все выглядело 15 лет назад, понимаешь? Вот так. Нормальная обложка. Да, хорошая, Хорошая видишь? обложка. Опять ты фотки показываешь ему? Да Что там? нет, это... Это, как Солодуха это хотел Александр Солодуха Александр выглядел Солодуха. 15 лет назад. Со своего первого рэп-концерта. Лучший за Фотография. 15 лет. Ох. Так, у нас ох. есть еще одна песня. Ну, тогда поехали. Врубай Шазам. Врубаю. Погнали. Погнали. Это моя песня, да, When You Fall. Даниэль Истребский, так надо говорить? Ты успел очень много сказать. Даниэль Истребский! Ой, слава богу, нашла. When you fall. Совершенно верно, ты опередил.
Прости. Она должна найти. Знаешь, почему нет результатов? Потому что ты сразу стал говорить, перебил его. Понимаешь, Ну, ты перебил. короче, бывает. Нет, а можно еще раз включить? Ну вот чисто, и все молчим. Она должна быть. Ну, чтобы не обижался никто. Я уже что обиделся. Кто будет обираться? Я. Я. Эй, Шазам, ну-ка определи нам Даниэля. Слушайте, ну, Солодуху определили, всех When определили. you fall, there are so many lies, so many words. And even if you find there's no way home. When you fall, Даниэль Семский. Отлично. Есть! Покажи. Все зафиксировал. Too long. Получилось. When you Получилось. Это твоя фоточка, да? Да. Что там? Я не похож, что ли? Не похож. Отлично, Даниэль, мне кажется, ты круто справился с этим заданием, почти все угадал, а все вот это вот молодежное, Да. современное. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец Даниэль Естремский. Даниэль, ты успешно выступил в финале «Новой волны», детской «Новой волны», Да. и, соответственно, стал учеником, учеником Академии, студентом, да, Академии Игоря Крутого. Расскажи, пожалуйста, как тебе там училось? Ну, смотрите, когда я был в Москве, я обязательно туда заезжал. Это как второй дом Мгм. для музыканта, вот. Там всегда очень комфортно, там можно с педагогами позаниматься, узнать какие-то новые вещи от артистов, которые мастер-классы преподают. Какие артисты были? Рита Дакота, она Мгм. учила нас писать песни. Кто Мгм. еще, если я вспомню? Вахтанг, это битбоксер. Какой у тебя был самый любимый предмет? Наверное, Рита Дакота, когда мы учились писать песни. Мгм. Да, потому что это дает новый опыт, и она рассказывала, как настроиться на ту волну, вот Мгм. эту вот музыкальную, Мгм. когда ты можешь сесть и что-то попытаться написать. Так ты сам начал писать после этих Да, уроков? сейчас на карантине песни? сижу, мне делать нечего, так что частенько возле пианино пропадаю, там записываю что-нибудь себе на диктофон или куда-нибудь. То есть ты выйдешь из режима самоизоляции и выпустишь сольный альбом. Я очень хочу сольный альбом, но для начала еще парочку синглов. Даниэль, расскажи, пожалуйста, как относится к твоей музыкальной карьере и вообще к твоему такому профессиональному увлечению музыкой твои одноклассники и учителя? Ну, одноклассники — это мои друзья. Вот. Прям все. Ну, не все, но большинство. Они меня постоянно поддерживают, и это как раз-таки тоже помогает что-то делать и ничего не бояться. То есть поддержка всегда есть. А педагоги, вот ты, я так понимаю, из-за «Новой волны», из-за других подготовок Пропускал, конкурсов, да, пропускал предметы, как они, типа, Даниэль, давай, неважно, что такое математика, тебе не обязательно это вообще знать. пропускают. Некоторые говорят, что никуда тебя не доведут эти музыкальные предметы. Ну, Ох. это бывает, всегда же такое бывает. Но большинство учителей очень хорошо Мгм. меня поддерживают. Я их очень люблю, как бы, понимаете. Мгм. Поддержка, помощь в уроках тоже иногда бывает. Мне кажется, не всегда нужно знать какой-то предмет. И если у тебя есть профессиональные навыки, например, там, в той же музыке, да, зачем тебе там знать квадрат из чего-то там, правильно? Правильно, такая Из чего? Оля Никифорова, вредные советы. А, Да зачем школа это тебе? Давай, пойди, вообще не надо так нет, ничего если знать. я бабулька, так я наоборот должна была говорить, нет, 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 ходи в школу. Я говорю, нет, не Всё, надо. ты пока свяжи Татуировки носочки есть у тебя? Даниэля. Оль. Нет, лучше куртку зашить надо. Лучше ты пока подумай, ну как всё. латки поставить на куртку, Ну. а я спрошу дальше. Да, хорошо. Да, что дальше с планами на будущее у тебя? Я планирую закончить школу, ну, еще песни писать, понятное дело, ну, это понятно, да. А потом хочу поступить в музыкальный вуз. Вуз в Беларуси будет? Нет, за границей. Цинциннати. Да? Да, я думаю, это да. Серьезно? Да, я хочу. А почему? Там очень хороший музыкальный вуз, и я всегда хотел попробовать там что-то сделать. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец Даниэль Естремский. Даниэль, в кулуарной беседе ты нам рассказал о том, что хотел бы стать актером, если бы не стал музыкантом. Да? Мы решили тебе немножечко помочь в этом нелегком выборе и решили подготовить для тебя игру, которая называется «Караоке со звездочкой». Даниэль, сейчас на экране будет идти караоке. Ты будешь петь, а мы будем для тебя читать задания с карточек. То есть ты вот поешь своим голосом, а потом тебе надо, например, будет спеть другим каким-то голосом. Хорошо. Хорошо? Да, Кого ты сыграть? Ну, то есть включи свои актерские навыки. навыки. Да? Понял. Готов? Да. Тогда поехали.
Правила караоке напомнить надо было, наверное, тебе. Тут закрашивается строчка, и ты должен эту Я строчку понял, я не помню петь. мелодии. Так, неважно, читай. Дубль 2, поехали. Луч солнца золотого. Тьмы скрыла пелена. Сейчас пой, будто тебя щекочут, а ты этого боишься. Между нами снова вдруг выросла стена. Только что на твоих глазах ребенок упал с велосипеда. Сейчас слова. Ты плохо пародируешь Стаса Михайлова. Но я не знаю, как он поет. Давай, теперь рэпер. Теперь ты как рэпер. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная. Сейчас ты проявляешь максимальное безразличие к песне. Солнце взойдет, солнце взойдет. Солнце взойдет. Теперь от того, как ты споешь, зависит твое будущее. Петь птицы перестали. Ну, я не буду петь, да? Свет звезд коснулся крыш. Теперь поешь, будто с этой песней выступаешь на Евровидении. В час грусти и печали ты голос мой слышь. Теперь у тебя судорога языка. Здесь язык не нужен. Ты очень вкусно покушал только что. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ты заметил красивую незнакомку, которой очень срочно нужно понравиться. Ночь пройдет, пора ненастная. Солнце взойдет, солнце взойдет. Только что здесь ты заметил Филиппа Киркорова. Солнце взойдет, солнце взойдет. Пообещал чисто ему. Солнце взойдет, солнце взойдет. Так сойдет? Отлично, отлично. Почему нет? Солнце взошло. И взошло солнце, да. Филиппа А это Киркорова другая не песня было? была, да? Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях певец Даниэль Ястремский. Даниэль, что ждать от тебя как от исполнителя? Вот каких Ближайшие 5 Нет, какие музыкальные, может быть, концерты онлайн? Либо ты выйдешь из режима самоизоляции и выдашь пластинку какую-то, После либо новый режима трек. самоизоляции. Новые треки, понятное дело, я сейчас буду писать новые треки на русском языке. Для меня это новый опыт. Ну, конечно, у меня была песня на Евровидении, русско-английская, но после этого я решил делать английские треки. Но один мудрый человек наставил меня на путь, что нужно попробовать сделать русские песни. Кто этот мудрый Мой папа. человек? Папа, да. А почему? Ну, потому что он думает, что нужно все перепробовать, и вдруг песни на русском языке будут больше нравиться аудитории. Может быть, ты онлайн-концерт какой-то планируешь? Дать. Знаете, я думаю, еще не такой большой уровень, но, по крайней мере, каверы точно будут. Каверы и прямые эфиры с какими-то тоже друзьями-артистами. А кто твои друзья-артисты? Хелена Мирай, например. Вот Была у мы нас в думаем гостях. сделать в ближайшее время какой-то прямой эфир. Мгм. С Русланом Асланом проведу прямой эфир. Лиза Мисникова проведу с ней прямой эфир. Тоже участница детского Евровидения. Тоже была у нас, кстати. А какую музыку ты слушаешь? Кто сформировал твой вкус вообще музыкальный? Наверное, это зарубежная музыка и очень разная. Есть рэп как Тупак, Шакур, есть там есть Майкл Джексон тоже. Но больше, наверное, это какой-нибудь Weeknd, знаете, да? Да, конечно. Оля любит Weeknd, кстати. Ну. The Weeknd, но он Но классный. она вот. имеет в виду выходные, ты имеешь в виду, да? Оля любит выходные, просто чтобы можно полежать на диване. Про этот Weeknd. Все понятно. Вот, Weeknd, может, там Джастин Бибер, новый альбом у него классный. А из русских? Из русских мне очень Не нравится понимаю. Джонни. В последнее время прям песни его топчик. Так, Даниэль, у нас есть несколько вопросов к тебе, но они будут в формате Блиц, поэтому отвечай коротко. Хорошо? Даниэль, чем ты гордишься больше всего? Наверное, Евровидение. За что тебе бывает стыдно? За какие-то неудачи, Твой лучший способ преодолеть волнение? поддержка близких и оставаться в самом себе. Твое самое нелюбимое занятие? Учеба.
Какую книгу последнюю ты прочитал? Сейчас я читаю, книга «Несы» называется, вот. Она знаю, такая, знаю. знаете, да? Да, Тоже читали. знаете? Мгм. Она такая, ну, вы знаете про что. Да, мы знаем. Про жизнь, как чего достигать, вот, своих там внутренних ленивых Эзотерика. я убирать, вот. Даниэль, спасибо большое, что ты сегодня пришел к нам в гости. Спасибо за интересное общение. Желаем тебе творческих успехов. Ну и, возможно, поехать на взрослое Евровидение. Это хорошая идея, да. Классная же идея. Ну, лишь бы карантин убрали, да. Уберут, не волнуйся. Ну что, время закругляться. Это значит, что наша миссия по пробуждению всех и вся выполнена. А вот и не выполнено, пока мы не поблагодарим наших друзей за предоставленные нам сегодня образы. И я хочу сказать спасибо концептуальной площадке белорусских дизайнеров Тренд Парк, магазину 711 за то, что я сегодня такая прекрасная. А я выражаю благодарность магазину мужской одежды Inside за предоставленный лук. А вот теперь точно все. Отличного дня вам, друзья! Пока-пока!